Рахмону и Мирзиёеву не пережить этот год на посту президента. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие прогнозы дают эксперты для Таджикистана и Узбекистана на 2021 год. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Узбекистане экономические вопросы в 2021 году будут главной темой общественного дискусса. COVID-19 сильно ударил по стране, но Узбекистан хотя бы ожидает умеренного роста ВВП на 1,5%. Для сравнения, годом ранее экономика прибавила 5,5%. На этом фоне страна никак не может решить, в каком направлении двигаться. Официальные лица как-то предсказывали, что в 2021 году Узбекистан будет принят во Всемирную торговую организацию. Но в свете получения Ташкентом в декабре статуса наблюдателя в возглавляемой Россией Евразийском экономическом союзе будет много споров о том, какой из этих двух блоков является более перспективным. Узбекистан рассматривает взаимодействие с Евразийским экономическим союзом как возможность для дальнейшего наращивания и полного использования потенциала экономического сотрудничества между нашими странами. Между тем, в этом году в Узбекистане откроется представительство МВД России, целью которого будет сокращение бюрократических перепон для узбекских трудовых мигрантов. Российские СМИ, вероятно, неоднократно будут указывать на то, что после вступления в ЕС многие из этих трудностей практически полностью исчезнут. Тем временем внутри страны делается упор на сокращение присутствия государства в экономике. Соответственно, в этом году ожидается приватизация крупных государственных предприятий, а также ряда зон отдыха и отелей. Если все пройдет хорошо, год завершится президентскими выборами, на которых глава государства Шавкат Мирзиёев будет с легкостью переизбран, как предполагают эксперты. Но в этом году выборы пройдут не как обычно в начале декабря, а на 2 месяца раньше, в октябре. Шавкат Мирзиёев говорит, что это в связи с изменениями к закону о выборах, что так будет лучше и ближе к международным стандартам. Но несмотря на все разговоры о реформах в Узбекистане, вопрос о развитии политической конкуренции на повестке дня не стоит. Выборы лишь подтвердят, насколько незначителен прогресс был достигнут на этом поприще. А как вы считаете, Шавката Мирзиёева переизберут второй раз или нет? Нравится он ли вообще вам как президент страны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Между тем, Таджикистан обычно даже не делает вид, что проводит реформы или открывается миру. Президент Эмомали Рахмон заявил в конце 2020 года о победе над COVID-19, что, скорее всего, не было правдой. Даже если это и правда, то успех был достигнут лишь путем изоляции страны, а это сделали и многие другие страны. Хотя 2021 год должен бы стать годом восстановления, но у страны нет для этого фундамента. Решение Рахмона заявить о победе над коронавирусом, вероятнее, связано с его желанием, чтобы Россия снова распахнула двери для таджикских трудовых мигрантов, чьи денежные переводы так важны для экономики. В конечном счете это обязательно произойдет масштабно, но, вероятно, придется подождать еще несколько месяцев. Тем временем Таджикистан все больше склоняется под весом долгов. В ноябре министр финансов сообщил, что в 2021 году правительство намерено занять у международных кредиторов еще 562 миллиона долларов. Между тем, Таджикистан находится в списке стран, просящих отсрочки по уже имеющимся кредитам. Легче всего в отношении Таджикистана в 2021 году предсказать то, что пресс-служба президента продолжит публиковать фотографии Рахмона на фоне столов, ломящихся под грузом еды. Это грубая, выдержана в советских традициях попытка запудрить мозги. При этом особенно грустно то, что население страны все больше недоедает. Но, возможно, предполагают эксперты, Рахмону надоест все эти занятия, и он, как предполагают некоторые, в 2021 году все-таки передаст власть своему сыну Рустаму Эмомали. Рустам Эмомали второй после Рахмона в Таджикистане, который сейчас одновременно занимает должности председателя Верхней палаты парламента и мэра Душанбе. Как вы думаете, произойдет ли это наконец? Ведь уже столько лет это предвещают, но почему-то Рахмон не хочет уступать сыну свои позиции. А как вы считаете? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. и назначение Рустама Эмомали, сына президента, полностью открыло все планы власти на будущее. У нас на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.